Здравствуйте, вы смотрите программу «Обсуждаем вместе» на телеканале ГРТ. Меня зовут Ирина Кара. Второй тур выборов завершился. В них участвовало два кандидата. Это Евгения Гуцул от партии ШОР и Григорий Узун, независимый кандидат, поддерживаемый партией социалистов. Сегодня у нас в гостях люди, с которыми мы будем обсуждать то, что ждет нас в ближайшем будущем и как прошли, на их взгляд, выборы. Сейчас я познакомлю вас с нашими гостями. Итак, сегодня у нас в гостях Иван Федорович Кольчик, общественный деятель. Иван Федорович, здравствуйте. Добрый день. Также сегодня у нас в гостях Сергей Бургуджи, муниципальный советник, руководитель инициативной группы Евгений Гуцул. Сергей, вас приветствую у нас в студии. Добрый день, спасибо за приглашение. И вам большое спасибо за то, что нашли время и пришли к нам. И Леонид Николаевич Кёся, депутат Народного собрания Гагаузии. Леонид Николаевич, рада вас приветствовать тоже у нас в студии. Добрый день, наши телезрители. Уважаемые гости, мы приступаем к нашей беседе. И первым моим вопросом будет, естественно, такой вопрос. Удивил ли вас или удивили вас вообще итоги выборов? Чем закончился второй тур? Кто победил? С кого начинаем? Наверное, с общественного, Давайте с общественного возраст, деятеля, уважение, почет. Спасибо Иван большое, Федорович. спасибо. Выборы удивили, очень сильно удивили выборы. На мой взгляд, очень была хорошая картина с кандидатами. Было 8 кандидатов у нас. И так как я всегда выступал и выступаю по сей день, что я противник молдавских партий на территории Гагаузии, у гагаузского народа был вариант, был выбор большой, 4 независимых кандидата были. Но в первом туре ни один из независимых кандидатов не прошел. Мы получили 2 конкурентов, партию социалистов и партию ШОР. Это меня удивило и, скажу, и расстроило тоже. Очень сильно расстроило, что все-таки у меня всегда была цель и надежда, что Гагаузия должна избавиться от влияния молдавских партий. Но народ сделал свой выбор. Я это принял. То, что касается первого тура, это было так. Во втором туре удивлений много не было. Не было удивлений. Почему? Скажу, потому что у людей память все-таки стереть нельзя. Это первое. А второе, что люди перестали верить. Верить всем, кто что-то обещал. Дело в том, что я не скажу, что так, почему выиграла партия ШОР. Партия ШОР, да, она тоже много чего сейчас Евгения Гуцул в своей программе обещала, да. И тут тлеет надежда. У нашего народа тлеет надежда. И партию социалистов люди видели уже в работе. Конечно, газ 4 лет, в полтора лет электричество. Видели, что на протяжении многих лет, что творил сам господин Дадон. Сегодня не проиграл Георгий Узун. Григорий Узун. Я прошу прощения. Григорий Узун не проиграл. Проиграл Дадон. Проиграл Дадон. Ответите, Леонид Николаевич. Хвалищ. Это вопросов нет. И тут люди дали, вот Гагаузии, дали предпочтение именно Евгении Гуцул, именно вот за это вот, где тлеет надежда. Потому что сегодня мы верили всем. Нашим бывшим башканам, и не только что по-разному, дважды. Одни строили фабрики, заводы, аэропорты, то же самое, да. И там, что было дальше, да. Возвращаемся в то же самое. Это, стоп. Только ни у кого не было конкретного опыта, да, и Давайте конкретных дадим населенных возможность пунктов. каждому сказать, и Я потом прошу прощения, да. Я хочу сказать, что начнем спорить. люди, а тут что спорить? Против фактов спорить нельзя. Все правильно. Люди видели, что это все вранье. Вот на протяжении 8-10 лет. Я просто удивился, почему вот сегодня уже прошли выборы. Уже есть, народ выбрал Башкана. Все. Ну, поставить точку. Я опять же говорю, что Григорий Узун мужчина высшей категории, который сделал заявление и поздравил конкурента с победой. Это высший пилотаж. Умница. Да, очень Согласен. Это не каждый может сделать.
Притом он не дожидался наступления следующего дня. Не это было каждый прямо может вот. сделать, это не каждому дано. Это, блядь, умный, в этом вопросов нет. Тут я с вами согласна. Ну, Я думаю, представители партии тоже. я просто говорю факты, да, вот, а против фактов нельзя идти. А то, что вот, когда вот 4 года назад почему-то ни один, который сегодня кричит продались, не вышли, когда вот в 9 часов вечера еще избирательные участки были открыты, еще не было подсчета голосов, а социалисты и Ирина Федоровна уже праздновали победу Башкана. И никто не открыл свой рот, сказал, что вы делаете, какая победа, еще возмущения не было, потому что так устроило. Дальше идем. Опять же, я считаю, что очень большую роль сыграла здесь и правящая власть, и сама Майя Санду. Очень большую роль сыграла в победе Шора. Давайте не привязывать Майю Санду к партии Шор. Давайте я скажу свое мнение. Пожалуйста, Давайте пожалуйста. Свое более Очень корректно, долго, мы просто не успеем да. отвечать на вопрос. Вот да, Сейчас, рассуждайте Время долго. есть, дорогой мой. Я просто Иван скажу, Ильич, уже постарайтесь 7 минут покоротко. прошло. да, просто я говорю, что в чем ее была помощь? Помощь была ее в том, что Это на ваш взгляд. да, на мой взгляд, на стороны, да, вот как избирателя. Когда пошли эти обыски, когда пошли это все это катавасия, когда начали прессовать, закрывать на все то, это опять же подняло рейтинг партии Шор. У нас нет прямых доказательств, что это именно они сделали. Нету, но я просто говорю со стороны, как вы это. И очень много чего, что вот когда говорили, что вот Шор, там вор, то все. Ребят, Не будем такие делать заявления. ребята, в ну рамках как нашей можно, программы. как можно Пожалуйста, обвинить? Иван Да. Мы сегодня говорим, что люди поверили в эту партию, потому что не могут в чем-то упрекнуть ее. Вот что. Люди просто устали от обещаний, Просто не могут от выполнить. невыполненных программ и так далее. Мы приблизительно поняли, что Понял. вы имеете в виду, Да. Иван Федорович. Давайте тогда Да, гость наш гость. выскажется. Еще раз спасибо, Сергей, что вы да. пригласили. В первую очередь хочу выразить благодарность всем жителям Гагаузии за поддержку. Это очень важно, потому что жители Гагаузии сегодня имеют возможность увидеть другую партию в Гагаузии, которая сможет за короткий период времени выполнить свою программу. Что касается первого и второго тура, действительно, мы работали в территории, мы были активны, мы встретились с тысячами жителей Гагаузии, и мы слышали от них голос спасения, что вы наше спасение, и сегодня партия Шор это будет та партия, которая сможет начать модернизацию и реформирование всей нашей Гагаузии. У нас мы говорим открыто и честно. У нас есть опыт строительства городов. Мы построили Аргеев, строим Тараклию. Сегодня мы готовы взять на себя ответственность и за Гагаузию. Евгений Гуцул действительно кандидат молодой, кандидат без политического опыта, но при этом на каждой встрече она говорит: я сюда пришла со своей командой. И сегодня закономерность, вот вы задали вопрос вначале, вы ожидали победу Евгению Гуцул? Да, мы ожидали, команда партии Шор, потому что это закономерность. Жители Гагаузии уже видели и других кандидатов во власти, пускай это будет народное собрание, пускай это будет исполнительный комитет, Башканат и так далее. Они уже видели, они уже поняли, что эти люди в свое время сделали, да, то, что сделали, пускай люди уже дают оценку этим политикам. Партия Шор – новая партия, которая работает по-другому, которая перевернула сознание гагаузов, что а почему сегодня жители Аргеева живут хорошо, тараклийцы живут хорошо, неужели жители Гагаузии не хотят жить хорошо? И вот в процессе встреч мы собирали наказы, собирали проблемы каждого населенного пункта, начиная от Итули и заканчивая Дизгенжой или Киритлунгой. Каждого населенного пункта мы наказы собрали, записали, и эта программа, которую мы представили, наш кандидат или уже Башкан, Евгения Гуцул представила, она отвечает специфике гагаузского народа. Также относительно заявления господина Узуна. Я приветствую, как руководитель инициативной этой группы, заявления, оцениваю эти заявления. Это действительно, он как мужчина поздравил нашего кандидата с победой. И мы почти на каждой встрече говорим. Мы говорим про свою программу, про то, что мы будем делать. И мы ни на одной встрече не говорили плохо о наших оппонентах.
И я на одной из передач сказал даже, когда наш лидер обратился к нашему оппоненту, еще он был тоже кандидатом, он обратился к нему и сказал: осудите, пожалуйста, репрессии, которые делает режим Майя Санду и центральная власть в отношении кандидата и команды партии Шор в Гагаузии. Потому что это беспрецедентные обыски, которые заканчиваются абсолютно ничем. И делают фейковые вот эти видеомонтажи, которые они показывают, что кто-то кому-то что-то дал. При этом ни одной жалобы, как от граждан, так и этого. Напомнить, что мы тоже не знаем, фейки они или нет. Мы должны это уточнить, Сергей Михайлович. Совершенно верно. Но ни одной жалобы, я напомню, нашим телезрителям не поступило как от жителей Гагаузии, так и от наших оппонентов. Поэтому это победа всей Гагаузии. Мы работали честно, мы соблюдали законы нашей автономии. И наша победа – это начало реформ в гагаузской автономии. А вы все знаете, как партия Шор работает. Если она берется, мы начинаем делать с нуля города, и тому есть примеры. Город Аргеев, город Тараклия. А я напомню, в Министерстве юстиции 70 политических партий. Если бы каждая политическая партия взяла бы на себя ответственность за конкретный населенный пункт, сегодня наша Молдавия и наша автономия были бы цветущим краем. Но, к сожалению, это только делает партия Шор. Поэтому вот это протестное голосование, которое было в Гагаузии, потому что отчасти люди устали от обещаний. 8 лет обещаний и никаких движений. И Гагаузия сегодня поверила в партию Шор. В край мечты, если хотите об этом говорить, в край мечты. И партия Шор сегодня готова взять на себя эту ответственность, создать команду и работать на благо наших жителей Гагаузии. Я только один вопрос. Все-таки ожидать нам аэропорта? Что касается аэропорта, вы знаете, что наш лидер Илон Шор был председателем Совета Международного Кишиневского аэропорта. И за 8 лет модернизации аэропорта он стал самым развитым аэропортом на территории СНГ. И более того, даже международные... Он занимал какое-то даже место. Совершенно верно. Международные структуры европейские признали молдавский Кишиневский аэропорт самым динамично развивающим. А после того, как Майя Санду украла аэропорт снова у нас. Так люди говорят в территории. Я извиняюсь, но в аэропорту даже нет туалетной бумаги. Вот сейчас это называется управление, государственное управление этим режимом, так называемым ПАС. Но это слова не наши, это слова людей в территории. И про туалетную бумагу мы тоже, к сожалению, не знаем. Давно не была в аэропорту, не могу сказать. Большое спасибо вам за ваше мнение. Леонид Николаевич, ваша очередь. Моя очередь. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые поддержали нашу команду. Мы громких обещаний, громких заявлений не делали. У нас нет обещания аэропорта, повышения пенсий там, и т.д. и т.п. Не буду сейчас конкретизировать те моменты, которые обещали наши оппоненты. Нам люди поверили на слово. Мы фантастических обещаний не делали. Я хочу им сказать огромное спасибо. Это 48% наших людей, которые поверили в истинного гагауза. И хочу сказать им огромное спасибо. Что насчет касается кандидата от партии Шор. Я считаю, что партия ПАС не должна аннулировать выборы. Я должна, что этот Башкан раз взяла на себя такие ответственности, этот кандидат взял, избранный Башкан. Я надеюсь, что суд утвердит ее, ЦИК тоже утвердит. И вот эти взятые на себя обещания до одного должны быть исполнены. Потому что люди поверили обещаниям, очень большим обещаниям, огромным обещаниям. Обещаниям программы. Давайте, вы когда говорили, я вас не перебил, да? Да. Нет, это обещание. Это было и прямой эфир господин Шор делал, и ваш кандидат, и вы в том числе. Это обещание. Есть и другие моменты. Все мы прекрасно понимаем. Об этом не говорит только Кишинев, об этом говорит и ваш электорат, что были, где во многих местах раздавали деньги. Но победители не судят. Я считаю, что даже если этот момент был, выбор надо признать, дальше развиваться. Мы сами этого не хотели. В любом случае победители они судят. Я считаю, что каким образом госпожа Гуцу стала Башканом,
это второй момент. Об этом я не буду говорить. Об этом все прекрасно знают до Каким одного. образом? Даже собаки, Тайным, кошки, прямым собаки, кошки голосованием об этом в даже Гагаузии. знают. Все, вы знаете, Леонид все, Николаевич, все прекрасно понимают. смотрите, Второй я момент. ни о чем, второй например, момент. не знаю, не видела. Я То, что думаю, что господин, пока не доказано, мы не будем наш говорить. кандидат Григорий Узун не осудил ваши действия центральных властей. На Репрессии, всех, репрессии. на всех, ну, давайте возьмем так, репрессии. не действия. Игорь Николаевич Дадон имеет 12 уголовных дел. Все руководство партии социалистов имеет уголовные дела по несколько, 3, 4, а то и десятки. Я ни разу не слышал, что партия... Подождите. Подождите, давайте не Нет, будем это сейчас, до этого было. Леонид, скажите, пожалуйста, До этого. а почему они не выходят на народный протест рядом с партией? Шор? Давайте. С народом рядом. Сейчас я вам скажу, почему они не выходят. Да все уже знают, народ Подождите, Гагаузии уже щас- знает. Может, я доскажу, потом Давайте будете говорить. дадим Вы же когда сказать. говорили, вы Мы в гостях, и вы не будем даете мне давать говорить. право вам на Давайте, реплику. давайте. Да, я, Сейчас, конечно. давайте. Я Сейчас уважаю объясню. вашу позицию, но Сейчас, не вводите давайте. нашего На телезрителя всех в наших заблуждение. встречах об этом слышали тысячи, десятки тысяч людей, как мы, наша команда, критиковала центральную власть. Потому что эта власть, которая находится, это антинародная. От нее надо избавиться. Правильно. Вы можете не поддакивать. Ну, дайте я Леонид доскажу. Николаевич, не воспринимайте От всех этой людей. власти надо избавиться. Мне очень разберусь. один хороший сторонник, активный сторонник партии ШОР, Заден Выборов, сказал такую вещь. Кого решат американцы, тот и станет башканом. Это их сторонник сказал. Ну, может, я он сейчас не могу сдать его. Я сейчас не могу. Рассмешили меня. А может, Я Ну, думаю, на самом- социалисты 8 лет уже смешат всю Смотрите, Гагаузию сейчас про такими партию социалистов. заявлениями. Вот я отвечаю вам, Иван Николаевич, да? Федорович. Сергей, Иван вы Федорович, я записывайте, мы извиняюсь. потом по пунктам. Иван Федорович, я вот пообъясняю вам. При партии социалистов газ стоил 4 лея, свет 1,5, повышали пенсии, повышали заработные платы. У нас было стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией. И партии ПАС не было во власти. Были демократы. Да, Сейчас не разберемся. лучше или лучше было. И благодаря вам они демократы пришли был. к власти. Были демократы. Один вопрос такой, Леонид. Дайте я доскажу слово, вы когда рассказывали. Давайте, Ну, можно пусть я расскажу? Да, давайте только кратко. Люди все прекрасно помнят, когда повышали пенсии, когда газ, когда мы сотрудничали с Российской Федерацией. Эти люди, понятно, любой партии есть вопросы. В том числе и социалистов, есть Как ушоры. вы считаете, Ваша цена, вот смотрите, вот я вам сейчас скажу. Плохотнюк, Демпартия, были хорошие или плохие? Вот это мне интересно. Я считаю, что они были плохие, но лучше, чем ПАС. Так, а тогда, ПАС намного тогда хуже. почему вы помогли их скинуть? Почему вы все создали коалицию все с скидывали. партией Нет, почему вы? ПАС? Смотрите, Прямая и Сандры. Вот смотрите. ответьте на Давайте вопрос. Хорошо. Для меня Второй Давайте вопрос. по Второй очереди, вопрос. пожалуйста, уважаемые гости. Я хочу вам напомнить, что в коалиции были партия социалистов, партия Ашор и партия демократов. Было такое Не парламент? было. Не было. Первая Хочу коалиция напомнить, это что была именно партия партия Ашор. Когда ПАС. принимали- Но вы сейчас вводите в заблуждение Смотрите, всех телезрителей давайте Гагаузии. разберемся. Смотрите, Если вы когда говорите говорили, неправду кто был в сейчас, коалиции? вы меня у не нас в хочу. гостях- Первая Подождите. коалиция. Леонид, Именно партия первая Ашор, два коалиция, законопроекта, Гагаузский послушайте, законопроект. Давайте первая разберемся. коалиция Давайте я отвечу. была... Я могу Леонид, ответить ну вы до сейчас конца. вводите в заблуждение телезрителей. Вы до сих пор вводите Вы в заблуждение. сейчас Я вводите в вас заблуждение. слышал. Во-первых, Я предлагаю, уважаемые Смотрите, гости, господа, секундочку. я У предлагаю, нас нет, была- Иван Елена, Федорович, Елена, нет, я нет, программа смотрите, была о нет, Вашкане, а Иван сейчас мы ушли. Федорович, Смотрите. мы сейчас обсуждаем. Я могу так вот Леонид свои Николаевич, мысли. кратко заканчивайте. Если у вас Так есть они дольше реплики, выступали, они чем будут я. реплики. Они дольше Пожалуйста, выступали, чем я. Вы мне Я даю они вам убрали, возможность. убрали у меня Вы время, запишите, минут мы 2-3 по минуты. пунктам Мы репликами записали, ответим. но когда Я говорите хочу правду, напомнить я буду нашим реагировать гагаузам. на Об это. этом Я ни знаю. один патриот в кавычках. Если мы будем ругаться, ни один- мы не придем к... Елена, вы можете, Извините, давайте вы извините, перебиваете или Леонид. потом хотите, чтобы я быстрее закончил? Нет. Смотрите, вот эти патриоты в кавычках, вот они ходили, вы прекрасно знаете, кому продалась наша гагаузская элита. Башкан, кандидат ваш Леонид Николай Николаевич. Харабович. Давайте, если вы хотите правду слушать, я Леонид могу Николаевич, с этого- мы не с этой можем передачи. просто заявлять в рамках Смотрите, этой программы. это Вы же мое знаете, что мнение, все об этом мониторят. все знают. Я вас просто За сколько предупреждаю. продался Николай Доглу, за сколько продалась Ирина Влах, за Я сколько не продался... знаю. Вы здесь не должны переходить на имена Слушайте. Да, конкретных не без давайте будем- доказательств, Я перед фактом. говорю свое мнение. Вы Кому сейчас не нравится, обижаете конкретных могут людей, обратиться в суд. политических Так они деятелей. руководят Это нами. неправильно, Леонид. Леонид, Вы давайте- должны, наоборот, здесь закрутить
круглым столом объединиться, сделать сильную Гагаузию слушайте, и эти выполнять люди у программу. власти, давайте я доскажу свою мысль, потом... Ну вы только право говорите, реплики вы будете. говорите, Так вы провоцируете мне не людей. даете Давайте, говорить. пожалуйста, Леонид Смотрите, я два момента. Давайте Вот эта спокойнее политическая говорить. элита, которая руководит И нами без уже обвинений. один десяток лет, они продались. Об этом все знают. Об этом все знают. Но об этом никто У не нас доказательств нет, понимаете? Ну нет, Леонид Николаевич. Доказательств Может быть, нет, потому кто-то что я не знает, видел кто-то тот момент, когда видел, но Дудонко получал доказательств деньги. нет. Конечно, когда Елена Влахия и Меделян получал деньги. Тогда Конечно, я чего это вы говорю. Она говорите смотрит тогда? большое Саша, количество, понимаете? Пусть смотрят об этом все должны люди знать. Нет. Второй момент, самый главный момент. То, что продалась наша элита, она уже не раз продается. Это не новость для нас. Пришла партия, Шор купила их. Может, они молодцы. Раз наши продаются, они купили. Может, они Я молодцы. уверена, что и не Но все патриоты продались, Леонид Николаевич. Давайте здесь будем... Не знаю, у нас нет процентного соотношения Не все, никаких цифр. согласен, не все. Согласен, не все. Я все-таки верю, Второй что, момент. что Вот наши люди почему не наши продаются. патриоты, которые в кавычках, когда принимали 3 закона наших гагаузских в парламенте, именно 2 приняли, когда 3-й вопрос дошел, именно партия ШОР встала с парламента и покинула, и наш 3-й закон провалился. Мы так и не приняли. Леонид Николаевич, все, вы закончили. Теперь даем, Сергей Михайлович, вам слово. Вы отвечаете как право реплики на высказывание Леонида Николаевича, ставите Это точку. еще Но я тоже имею право перебивать, потому что, конечно, Нет, вы перебивать. имеете право тоже на... Это- Леонид Николаевич, это еще раз мы будем вести себя подтверждает, культурно. Леонид, смотрите, Пожалуйста. Я веду цивилизованный диалог. Если хотите услышать, давайте я вам отвечу. Относительно критики, что партия социалистов критикует власть. Смотрите, когда народ выходит на улицу, протестует, на улице февральские морозы, мы видим партию социалистов в теплых кабинетах, смотрят в окно и посылают приветы народу Республики Молдова, в то время, когда народ Гагаузии, народ Республики Молдова борется против этого режима и пытается его отправить в отставку. А где гарантия, что это Работа подконтрольные партии протесты? социалистов, сидя в Как теплых он? А где кабинетах гарантия, что и это в теплых подконтрольный креслах, протест? это не Мы в является Гагаузии защита. организовали тысячный Это митинг. не является Ну, конечно, защита лично я рядовых организовал. жителей. И партия Лично, ШОР лично уже мы 8 организовали. месяц, Леонид, Партия ШОР протестует подконтрольна против... партии ПАС. Об этом этой- все говорят. Подождите, партии Леонид ПАС. Николаевич. Уважаемые, Второй момент. Давайте Второй момент. дадим возможность Второй ответить. момент. Все телезрители прекрасно помнят. Потом И не вы только можете. Гагаузии, Конечно. что впервые был создан в 2021 году блок социалистов вместе с партией ПАС. Когда они отправили и Плохотнюка в отставку, и тогда было сформировано большинство и были приняты или разделены основные функции в нашем государстве. Тогда я не мог представить такого, как человек, который голосует за партии левого толка, что партия социалистов может создать коалицию с Майей Санду и с партией ПАС, предав интересы и не только гагаузского народа, а большинство избирателей русскоговорящих. И это большие вопросы, и вот то голосование, которое сегодня было в Гагаузии, как раз-то вам ответ на ваши крики. Это, я бы сказал, даже не ваши крики, это последние ваши уже, можно сказать, судороги Сергей, в Гагаузии Сергей, и в целом аккуратненько. по Молдове, потому что Я могу партии сказать про социалистов партию ШОР, когда пришел делал ШОР. уже Сейчас вы конец. ответите. Из чего... Давайте... Сергей Иванович, вы закончили, да? Да. 10 секунд. Ага. Партия Пусть ШОР давайте победила культурно. в Камрате, победила в Чедурлунге и в десятках населенных пунктах. Так будет по всей стране. Партия Дай бог социалистов здоровья. уйдет в прошлое, и люди избавятся наконец от той партии, которая сегодня в коалиции с Майей Санду и с теми десятками уголовных дел, о которых вы Опять-таки говорите, у нас нет но при доказательств, этом а коалиция? они комфортно ходят по территории, а Давайте. наши сидят арестованные дома. 1 мая Марина Смотрите. Таубер была арестована режимом. Спасибо, Да, я имею Сергей. право на реплику. Леонид, пожалуйста. Из чего, я давайте помню. вернемся к предыстории. Из чего состоит партия ПАС? Из партии ЛДПМ, которая разрушилась и создали Ну, партию там ПАС. не все. 85%. Мы помним, Елан Миронович Шор по телефону там с Владом Филатом очень тесно сотрудничали. Мы помним когда даже- три Я банка, вот когда этот три- момент тоже не Мы помню. даже помним, Смотрите, когда три кулек банка, Бадону давали, мы тоже это помним. когда три банка И телезрители это не забыли. когда прихватизировали аэропорт. Ну, наш лидер партии социалистов, он здесь, имеет 12 уголовных дел, закрывают маму, все, мы видим, И он при этом здесь. уходит на где, свободе, где, а Марина Таубер где Елан под Миронович домашним Шор? арестом. Почему он не приходит? Давайте, Вот. раз он Вот лидер, мне почему, вопрос задали. почему он Смотрите, сидит? Илон Миронович Смотри, не находится в стране давайте- уже давайте 4 я года. закончу, Но давайте Аргеев я закончу. развивается. Пусть он Да, расскажет, Аргеев и вы развивается. скажете. Ну, вы Смотрите, задаете вопрос. Давайте я- Послушайте смотрите, тогда. Про Аргеев и развитие Аргеева и развитие Камрата.
Я был в Аргине, я был в Тараклии, Тараклии. да. Да, вот берем Тараклию и Камрат. Давайте Тараклия ближе. Будем Да, на Тараклия, примере Камрат. Какой Тараклии. город красивее? Камрат Я или Тараклия? не была в Тараклии, к Я своему была, Камрат к сожалению. 10 раз красивее. Вот. Сравниваем. Но подождите. это опять-таки Подожди, объективное мнение. Я думаю, Слушайте, Ну, я для через каждого- страну- Ирина, я смотрите, думаю, надо поехать в Чечмекё и посмотреть, как Чечмекё развивается при депутате вот Леонидом удовольствием. Кюси. И Давайте, мы увидим я вас сегодня развитие приглашаю. вашего Я вас сегодня национального приглашаю. дела. Я вас Сергей Вы Михайлович, Леонид ответственны берем перед жителями Чадрунга, Чечмекё. Смотрите. Не столица Гагаузии. Разрешите, Чадрунга. пожалуйста, мне Ну, так я сказать. не смог Вы ответить. скажете, я хочу тоже про Чечмекё сказать. Я честно признаюсь всем телезрителям, что вот то, что мы сейчас здесь делаем в эфире нашей программы, сравниваем города, то есть это наше субъективное мнение. Например, я несколько лет не была в Чешмекёе, и когда я приехала туда, я увидела эту разницу. Если те люди, которые там живут, они эту разницу могут не видеть, к примеру. Вот они Давайте должны про это давать и... оценку, Да, они правильно. должны давать оценку. Мы не имеем права сейчас здесь сидеть и говорить, там хорошо, здесь плохо. Это я хотела сказать, извините, Вот, а Михаил. Я понял вас. Ну, просто Давайте, сказать, я понял. Чешмекёе меня где-то Смотри, трогает. я хочу на чем остановиться. Партия социалистов, любая партия имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Именно партия социалистов доказала, что она способна руководить нашим государством. Пандемия, засуха, катастрофическое состояние государства. Нам удалось, партии социалистов, поднять зарплаты, поднять пенсии, помочь нашим сельхозникам. Куча моментов, и удержать инфляцию 2%. Леонид, какой рейтинг? Давайте мы сейчас будем Какой рейтинги рейтинг? делить. Когда придет выбор, Рейтинги доверия. Уважаемые Смотрите, гости, Леонид Николаевич, я желаю партии Пожалуйста. ШО дальнейшей У нас, работы. Я обещаю, Вот. со своей стороны, с нашей стороны, мы не Вот- в коем вот случае- хорошая Это конструктивные Дайте предложения. я Вы скажу. правильно говорите сейчас. Вы- Но ваши смотрите, слова слушайте, до слушайте. этого расходятся с вашими Я предложениями. сказал свое мнение. Поэтому я говорю, каким давайте образом, конструктивно. Леонид Николаевич. Смотри, каким образом пришла партия, выиграла здесь выборы, все знают. Но я даю слово здесь, вот, чтобы все понимали, что мы ни в коем случае не будем мешать выполнению той программы, которую обещала партия ШО. Вы должны Готовы? помогать. Помогать. Помогать, если, Помогать, это а будет, не смотри, мешать. если это будет касаться. вот, например, вашего населенного пункта будет касаться. Дайте я доскажу, вы можете мне дайте досказать. Я буду Просто говорить у нас сегодня. такой начался, знаете, темп. Леонид, Иван Федорович, Иван Леонид, Федорович, давайте вы- Скажу, Я думаю, нужно... Нет, дело в том, Иван что- Федорович, еще одну минуту, да скажет свою мысль. Мы его действительно Я считаю, перебиваем. уважаемый, мы должны давайте- дать Иван Федорович. полную возможность этому кандидату выполнить свои обещания. Осталось буквально 20 дней. Я все обещания прекрасно помню. Чтобы давать обещания, значит, есть какие-то там подтвержденные факты, которые они смогут сделать. Я лично так, если Ну, я есть обещаю, рассчитанная программа. я лучше не буду обещать и сделаю, чем я буду обещать и не сделаю. Это мои Там, где мы границы. обещали, мы там сделали. Осталось Для нас 25 важно дней, это. 25 дней осталось до снижения газа 12 лей. Гагаузия, Тараклия, Аргеев. Я жду этого момента. Все, если это будет, я вам приду, пожму руку, Леонид, я скажу, вы молодцы. Там, Всё, где мы всё, дали я- обещания, мы сдержали обещания, программа выполнена на 99%. Ну, и жители Аргеева, жители я Тараклии, осталось они 25 для апреля, нас сегодня самый прошло. важный показатель. Сегодня у нас, представители три нас. недели 17 мая. Я 3 Всё, недели уважаемые осталось, гости. я вот хочу Леонид, обратиться к жителям. пусть закончит месседж. Жители Гагаузии, осталось 3 недели, у нас газ в Гагаузии должен стоить 12 лей, свет 1,5 лея. Глупости говорить не Всё. надо, давайте. Леонид обещаю, Николаевич, нет, дадим давайте, сказать, давайте пожалуйста, по сказать, поводу... давайте, Иван уважаемый, Федорович, вы вот эти хотели... вот, да, разрешите, нет, я хочу я вас могу просто в включить- русло. я Вы могу хотели включить по поводу видеозапись. митинга. Я сейчас Я могу скажу, включить щас- видеозапись. мы не щас сможем скажу просто слово протранслировать, Леониду Не Николаевичу. сможете транслировать. Тогда я вам скину, потом включить. Это Хорошо, было Леонид, пожалуйста. Подождите Давайте секунду. вот Да. эти вот 21, 12, 20 дней будет газ. Уважаемые, вы избрали госпожу Влах. Вы. народ ее избрал. Без секунду. Ее народ избрал. Как и госпожу Гуцун народ избрал. Леонид Николаевич, давайте дадим Ивану Социалисты, скажу Федоровичу. так, не вы лично, социалисты. 92% гагаузиков Социалисты, социалисты. ну давай. Никто не сказал, 20 дней, где ваш аэропорт, где ваши фабрики, заводы. Давайте будем из этого. Иван- Вот давайте Иван Федорович, перейдем Иван к Федорович, Гагаузии. сейчас Елена Уважаемые, кого поддержала? пожалуйста, давайте Она перейдем к поддержала на Гагаузии. последних выборах кого Федоровича. Давайте. Официального мы- заявления не было. Не было. Леонид Николаевич, официального заявления не было. Неофициально было. Нет, мы, ваше как журналисты, поведение сидели. как раз-то вот... Ну, вы так меня как вот будете смотрите, проявлять гагаузской вам оценку темперамент. дали гагаузские избиратели Да, за конечно, вашего даст. поведения, потому что в Я- данном случае вы еще Смотрите, раз вы не демонстрируете, имеете права- что вы я- не я умеете человек договариваться эмоциональный. и говорить, Уважаемые человек гости, эмоциональный. Я уважать человек друг друга. прямой. Леонид, Я не вру, Если не вы обманщик. хотите говорить,
правильно, цивилизованно. Я снова приступаю. Нет, ну, Иван подождите, Федорович, я вас давайте, очень прошу. пожалуйста, Ну, покажем свое воспитание и дадим Ребят, сказать. давайте перейдем к Гагаузии. Мы сейчас не пришли разбирать истории партии ШОР, партии социалистов. Не надо, ребят, не надо. Народ сделал свой выбор. Да, Нравится он нам, не нравится. Согласен. Мы его обязаны принять. 100%. Вопросов здесь быть не может. Конечно. То есть что? Я хочу сказать, что значит, мы во всем должны быть опорой этому башкану. Так, Командная работа. чтобы видеть, помочь ей, вот что он сказал, помочь ей делать это все. Вопросов нет, это прекрасно. Понимаешь? Дело в том, что когда говорят, вот молодая, неопытная, ребята, у меня была тоже молодая, опытная, госпожа Влах, опытная. Возьмите, пожалуйста, вы, Леонид, как депутат Верховного Народного собрания, когда она пришла, какие были полномочия и обязанности в Гагаузии, и какие сегодня остались после нее. Она только помогала ручкой. И, почему об этом не говорите? Я не могу понять. секунду, ребята. Я ее ставлю. Я к тому говорю, что не надо... Вот, не надо Первый раз, когда она баллотировалась, почему об этом не Дай говорите? скажу, Нет, он в общем я говорит. к тому говорю, что... Ну, обращайтесь на камеру, тогда Давайте на обращайтесь ко камеру, мне. Иван Я просто к тому говорю, что когда вот вам говорят, что пришла молодая, неопытная, это просто... Кто говорит об этом? Посчитайте, весь эти соцсети, везде. Да наш кандидат моложе, чем она. Мало ли что Уважаемый- На говорят. несколько месяцев наш кандидат моложе, чем она. Уважаемые гости, Нет, уже я прошло просто говорю очень, еще раз, Иван что Федорович, я вынуждена принимать- вас уже перебить, потому что время идет, а мы не на все вопросы ответили. Я задала только один вопрос, Задайте другой, пожалуйста. я хочу с вами поговорить о заявлении Дарины Ричана, который считает, я думаю, что каждый из вас это читал, что выборы в гагаузской автономии должны быть аннулированы. Как вы считаете? Можно я скажу, да? Ну давайте начнем с вас. Да. этот раз. Я считаю, что центральная власть не должна вмешиваться в выборы. Гагаузский народ сделал свой выбор. Об этом сказал кандидат. Мы должны это принять. Я еще раз повторяюсь. Как они прошли? Это мы отбрасываем на второй, третий план. Башкан избран. ЦИК должен одобрить. Суд должен принять решение положительное, чтобы Башкан исполняла и выполняла те обещания, которые мы должны дальше видеть, Реализовывать. чувствовать. Да. Мы со своей стороны Понятно. ни в коем случае мешать не будем. Наоборот, в некоторых местах, где что касается, я считаю, что я даю слово, если будут касаться проблемы ликвидации Гагаузии, ликвидации полномочий Гагаузии, я буду стоять в первых рядах. Браво. Браво, Где хорошо. касается выполнения программ, именно программ, но это партия ШОР, я таких обещаний не мог сделать. Ну, вы будете ждать реализации. Понятно. Всё. Я вас не если видел, надо- Леонид, возле Смотри, ЦИКа, смотри. когда жители Гагаузии Смотрите. отстаивали право и голоса наших жителей автономии. Сейчас, давайте две дальше. секунды. Давайте Смотри, вы вопрос нам был- Давайте ответите. дадим ему Вы нас сказать. пригласили туда, вот вы могли Леонид, позвать, Леонид. ребята, вот так, вот ЦИК. Но люди самоорганизовались, мы не должны вас... Вы сказали, вы патриот. Защищайте институты Гагаузии. Я набрал ЦИК, Ну, я вы сказали. предупредил. Ага, давайте я дадим предупредил, досказать, говорю, пожалуйста. Просто о чем было? никаких Сейчас, снятий Дарина оборотов Ричан. не должно быть. Я Мы повторю. идем, говорим. Всё, и понятно, все, да. понятно, Леонид. Спасибо. Подождите, вы почему мне как? Есть тут ведущий, Ну, вы ж он модератор. патриот. Две Он секунды. модератор, Леонид она Николаевич, модератор. Вы она- патриот, вы очень сказали патриот нравится. Гагаузии. Но я не Конечно. видел вас у ЦИКа, как патриоты. Он Это говорит, вам- что он Если не знал. Это моя реакция. Хорошо, Сергей смотрите. Михайлович, он утверждает, что он не Вы знал. когда шли туда ЦИК, я нахожусь в Чешмике, 110 километров от ЦИКа, вы могли позвонить, сказать, вот представитель Григория Узуна, соберите 15-20 человек, давайте Многие, придем. Леонид, к кому вы многие обратились? патриоты Есть, пришли смотрите, туда слушай, и защищали давайте институты, ваши патриоты- институты государственной власти нашей Смотрите, автономии. я Уважаемый- позвонил Всё, спасибо. ЦИКу, я общался Да. с ЦИКом, я их Что вам просил. ответили? Да, я их просил, говорю, даже если есть какие-то нарушения. Вы заметили, что партия социалистов наш кандидат? Хотя мы могли написать жалобы, но мы это не сделали. Мы это и никогда не сделаем. Хорошо. Даже Леонид если они Николаевич. есть, вот такая куча, мы их никогда не сделаем. Большое И мы спасибо. не Спасибо. сделали. Я попросил ЦИК, я попросил, ни в коем случае. Потому что вы будете иметь врага в лице Гуцул и в лице Узуна. Если вы аннулируете выборы или снимете кандидата от партии ШОР. Вот это Мы, уже смотри, Леонид Николаевич, настоящее да. заявление патриота Так, Гагаузии. я вот, Всё. И в начале я- тоже заявления правильно. были очень, Леонид Конечно, Николаевич. я жду я жду тех обещанных моментов. Если это будет, я приду Ну, по про это звонку. поговорим. Но еще раз повторяюсь, когда будет касаться опасности Гагаузии,
Я буду стоять На вас первым. рассчитывать Я можно. буду стоять первым прямо. Пусть Башкан, партия Шор будет сзади или партия Социалистов. Я буду стоять Пригласим первым. вас тогда на протест против режима ПАС 21 Я считаю, что мая, протесты- где мы насчет будем протеста, с вами кстати, пойдете протестовать на- против Смотрите, этого режима. я считаю, что протесты- Вернемся к вашим Мы сейчас вопросам. про это говорим. Протесты должны быть такими, чтобы сместить эту власть. Хватит вот этих бутафорий. Это мы далеко Бутафория заходим. это Я партия считаю, что социалистов, нет, потому когда что они- делают у себя в кабинете, Они 7 это апреля бутафория. пришли таким Поэтому образом. И Гаврилица захватили ушла в нашу отставку, и вот другие эти ушли в демоны, отставку. которые находятся Всё. у Леонид нас Николаевич. власти, они пришли. Я призываю, чтобы наш Леонид народ Николаевич. встал, заблокировал дороги, заблокировал Леонид Николаевич. парламент, пока они не уйдут отсюда. А выходить с бабушками, платить им по 200 Леонид лей Николаевич. и делать фотографии, Я- потом И когда- возвращаться. Можно Это мне еще- сказать? И должна объединиться Когда вся партия партия, весь Шор русский народ. бастует, Разрешите при этом мне, партия пожалуйста, социалистов сказать. За сидит в 200 теплых лей с кабинетах. бабушками Сергей не Михайлович, сделаем- не Леонид сделаем. Николаевич, Да, разрешите мне вернемся. сказать, мы через телерадиокомпанию ГРТ не можем никого призывать, никому обращаться. У каждого из вас есть А у нас официальный... другого варианта нету. Леонид Николаевич, я вас прошу, у вас у каждого есть свои официальные странички, которые просматривает большое количество людей, поэтому, пожалуйста, можете делать это все через эти странички, через свои официальные сайты. Ну, смотрите, Пожалуйста, я Леонид Николаевич, вы, я ни в коем случае не очень... предлагаю брать оружие и идти Вы- туда, снять вас. Я предлагаю предлагаю зайти вернуться в к парламент, вопросу. Давайте зайти в вернемся. президентуру Да. и Я вас просто прошу вот так вернуться сесть к рядом с вопросу. президентом и не Леонид давать Николаевич. отставку. Пока вы отставку Ответ не... Вот. был у вас А сходить очень на хороший. площади. Я предлагаю Всё. вернуться к Да, вопросу, Иван, потому что Сергей, вы задали вопрос Сергей Михайлович, относительно Ричана. господина Ричана, высказывание его коротко, Иван Федорович, пожалуйста, потому что времени мало, а вопросы есть. Я считаю, Коротко. что этот вопрос вообще не должен обсуждаться. Почему? Потому что гагаузский народ сделал свой выбор. Гагаузский народ у себя в Гагаузии должен есть хозяин. Поэтому кто кому-то не нравится сегодняшний Башкан, это вопросы, это их не личные проблемы. Народ сделал свой выбор. Все, это точка, это не обсуждается. Вы за уже. то, чтобы уважали выбор народа, да? Все, конечно. Спасибо, Иван Разрешите мне Федорович. ответить на этот Обязательно вопрос? следующий вы, поэтому уже по порядку пошли. Во-первых, нужно дать понять и центральной власти, что гагаузский народ сделал свой выбор. И об этом говорит не только гагаузский народ, но и Народное собрание говорит патриоты, аксакалы нашей Гагаузии. Это очень опасный прецедент, когда до решения апелляционной палаты премьер-министр делает подобные заявления и дает сигнал или приказ. Как это воспринимать судьям? Это приказ от премьер-министра признать выборы незаконным? Во-первых, нужно напомнить, наверное, господину Ричану и премьер-министру, что мы живем в демократическом государстве, и Конституция Республики Молдова у нас закрепляет принцип разделения властей. И исполнительная власть не имеет права вмешиваться в судебную и наоборот. Поэтому я уверен, что гагаузский народ защитит свой выбор, защитит свои голоса. Партия Шор предоставит всю свою профессиональную команду для того, чтобы защитить эту победу и начать работу, потому что люди уже устали от обещаний, люди хотят сегодня ездить по хорошим дорогам, ходить по освещенным улицам, видеть своих детей рядом со своими родителями, и они хотят жить в своей стране. И партия Шор сегодня взяла на себя эту ответственность и будет свою программу реализовывать в нашей автономии. Спасибо. Я хочу одну реплику маленькую. Можно. Дело в том, что Ричан это заявление сделал после того, как помахал пальчиком за счет георгиевской ленточки. И я вам скажу, уважаемые господа, мы здесь 99% Гагаузии испугались. И он после этого сделал уже второе это заявление, что вот насчет снятия Башкана, потому что первое мы проглотили. Народ Гагаузии проглотил, испугался, потому что народ Гагаузии не верит властям Гагаузии, не верит депутатам своим. И они побоялись одеть георгиевские ленточки и дать дань памяти нашим. Смотрите, Иван Нет, Федорович, Но дать- были среди когда них... говорите, у меня Николаевич, ленточка, уважаемый, разрешите, я пожалуйста. Вы говорю, когда говорите, уточняйте, кто. Я тоже хочу я сказать. говорю, Уточняйте, Иван кто. Федорович. Наши депутаты-социалисты, все до единого с левой стороны, Леонид, впереди колонны. Леонид, Наш кандидат тоже. уважаемый, Вы оба
Я же есть не- руководство Народного собрания и руководство Гагаузии не на деле. Я с вами согласен. Нет. Потому что оно продажное. Уважаемый, но дело в том, Трусливые. что получается, что продажный Подождите, пол гагаузского подождите, народа. уважаемые гости. Нет. Потому Мы что опять испугали, ведем- понимаете? Я взял свой чечмекёйский Уважаемый, я просто село. Иван Николаевич, Я вообще говорю, другое хотел ребята, сказать. за Леонид, мной одеваем Леонид, георгиевские я ленточки хотел сказать и пошли другое. памятнику неизвестного Что первое солдата. заявление- Пожалуйста, наоборот, чуть-чуть объединить потише. вас очень, Надо. очень Я неправильное сделал- решение. Подождите секундочку. Объединить спокойно. Иван Федорович, ну. я понимаю, Я просто на хотел- что вы сетуете и знаю, что Нет, вы хотите я сказать. хотел- второе заявление он сделал после ленточки, что, ага, раз они проглотили это, мы завтра сделаем так. Еще скажу, еще Иван раз. Федорович, Что если вопрос мы... к вам. Коротко. Когда избирали председателя Народного собрания, вы Так. сильно ратовали, чтобы он быстрее избрался. Да. Вы понимаете, него что он была полностью георгиевская под контролем партии ПАС, а Подождите, Ермолак уважаемый- контролем русским спецслужбам. Леонид Федорович, Леонид, при Леонид всем Николаевич, уважении, у Леонид, нас нет, Леонид, у нас нет опять-таки доказательств. Ирина, Пожалуйста. маленькая реплика, Я хочу, извините. можно малень- это скажу? Я хочу Я сказать. одно пожелание хочу Сергею, маленькое Я пожелание. никого не перебиваю. Почему меня всегда перебивают? Не вы нас обвиняете в том, что мы поняли руководство. ваше- Я Подождите. не нахожусь высказываю- я нахожусь в оппозиции. Уважаемые Да, гости. я Вы нахожусь в находитесь оппозиции. в Народном собрании. Уважаемые, оппозиции. меня не волнует. Сегодня вы партия депутат шла в Народного оппозиции, собрания. партия социалистов в Вы- оппозиции. Они могут повлиять на Нет, республику. вы Леонид Нет. Николаевич, сегодня пожалуйста, депутат Иван Народного собрания. Федорович, мы почему- вас услышали. Это Я боль, хочу сказать, я вам высказываю что на боль митинге свою. Вот. Это народа было боль, это большое не только ваша, количество это народа боль. людей с георгиевской лентой, которые и прошлые годы посещали митинги с этой же георгиевской Которые ленточкой. готовы оплатить штраф, Готовы- конечно. Да. Оплатите И извините, штрафы, Иван уважаемые. Федорович, Иван Федорович, извините, Понятно, что мы будем пожалуйста, я опротестовывать уже это. вынуждена вас трогать за Ирина, руку, 10 хотя не должна это сделать. Я только Я вас расскажу. прошу, 10 Я секунд. действительно заметила, что люди не боятся, люди выходили, георгиевская ленточка была, Я и согласен выходили с вами. не самые богатые люди, для которых этот Я штраф совершенно- А самые богатые струсили, неощутимый. правильно говорите, Но, Ирина. Леонид Николаевич, пожалуйста, чуть-чуть корректнее, пожалуйста. Вы же знаете, что за нашей программой Пусть- нашу программу мониторят, поэтому, Ирина, Сергей 10 секунд. пожалуйста. маленькая дай бог, реплика. чтобы Леонид, проблему потом придем защитить Леонид, ГРТ. смотрите, Мы обязательно. знаем и Смотрите, уверены что в этом. происходит вообще. Вот вам, как аксакал, и вам, как депутат. У молдаван эта власть центральная украла их молдавский язык. И сейчас эта власть посягает на самое святое, на нашу автономию. Они хотят украсть победу или украсть башкана у жителей Гагаузии. Более того, вы сказали, что они украли у нас самое святое, символ победы, георгиевскую ленту. И они украли. Они хотят. Они украли. Но мы с вами, еще раз я говорю, правильно, что мы с вами должны защищать Георгиевскую ленту, наш гагаузский язык, русский язык как язык, который объединяет наши Но народы, молдавский и в уже том не числе защитили. нашу победу нашего башкана, народного Молдавский не башкана. защитили. У нас Евгений и Гуцов. вот эта проблема есть, это опасность есть, то, что выборы отменят. Это опасность. Я считаю, что опасность есть, это большая опасность. Но нас ожидает большая опасность. Вы, если заметили в соцсетях, в телевизионных эфирах, они уже начали открыто говорить о ликвидации Гагаузии. Леонид, Вот Смотрите, тут, давайте, Леонид Николаевич, смотрите. давайте Вот поговорим это, на то, что каждом. Башкан, вот это депутаты, это все, извините меня, Леонид, смотрите. это не всё. Подождите, Леонид. Давайте. Это не всё. Леонид, вы Смотрите, Конституцию если они читали? это ликвидируют, Вы Конституцию Они не читали, в смогут Конституции ликвидировать. Молдовы записано, если они попробуют вмешаться Могу я в сказать нашу то, что хотел? автономию Можно. и урезать наши права автономии, тогда мы Вы имеем житель- право на самоопределение. Вы житель В том Гагаузии, числе вы житель из- Гагаузии или Кишинева? Здесь я детство свое провел. Вы житель, И не, на данный момент вы житель Гагаузии или Кишинева? у меня прописка в Кишиневе. Кишинева, Но да? я в Камрадском житель районе Гагаузии, я живу житель Гагаузии, и я жил. живу на такой улице, где живут гагаузы, и вокруг у меня 95% гагаузов. Люди сейчас больше переживают, они меня не спрашивают, утвердят Башкана, не утвердят, распустят народный собрание, они переживают за Гагаузию. Есть опасность ликвидации Гагаузии. Я хочу, чтобы наши жители... нет такой Леонид опасности. Николаевич, Они, нету смотрите, такой нету. пока. Это зависит Я от вам нас. сейчас- я вам сейчас- Там можно писать все, что угодно. Я согласен, Все, что что угодно. это зависит Это от просто нас, от удочку. народа и от Это политики. забрасывает удочку. Если проглотим, это Подождите. будет. Вот, я с вами Дайте, согласен. дайте мне, пожалуйста, на правах даже ведущей. националисты должны выходить Дайте на протест мне. вместе с партией ШОР, а не сидеть в теплых кабинетах. Пожалуйста. Вместе жители Гагаузии должны отстаивать, не партия Пожалуйста. ШОР. А почему, Жители когда, Гагаузии Леонид, должны отстаивать право. Дадон вас призывает Сергей. выйти на протест, но при этом вы
при этом остаетесь у себя в домах Так вы и только- только Сергей ведете Леонидович, разговоры участвовал на за уровне последние кухни. полгода. На уровне кухни. Вы сейчас- Потому вы что сейчас люди пустуете. выходят Подождите. за Я протест против этого Сергей, режима, за против последние партии полгода- ПАС, против за Майя последние Санду. полгода- Я вас Сергей не видел ни Леонидович, разу на площади возле нас, когда на нас Сергей, нападали я в Гагаузии унионисты участвовал. и Я так участвовал, далее. когда прокурора А мы, стоял когда стороной, выходим на арестовали. площадь, мы защищаем в том Уважаемые числе гости, и выбор что наших вы защитили? Я вас гагаузов. Хорошо, очень что вы сильно- защитили? Подождите. Гаврилица, Что вы Сулину, защитили? Литвиненко, Один эти факт, люди ушли благодаря Подождите. протестам, и мы отстояли, Смотрите, Сергей, отстояли Сергей. нашу государственность. Сергей, благодаря Леонид, я протестам, один пункт. движение за народ. Леонид, Сергей, А если мы разрешите, нет. сидели бы дома, Сергей, сегодня не было бы Леонид ни нашей Николаевич. страны, и была бы Пожалуйста. уния, которую Один хочет пункт, Майя Санду. пожалуйста. Поэтому сегодня Леонид, не Леонид надо Николаевич, сидеть всё, дома, надо всё. отстаивать интересы. Сергей, пожалуйста. Один пункт. Леонид Николаевич, я должна Ну, я могу сказать, реплику можно сказать? я ведущая, я вам дам право на реплику. Я хочу, чтобы вы слегка успокоились и очень вас прошу, мы должны показать пример воспитанности, мы должны мирным 100%. образом спокойно налаживать отношения между Камратом и Кишиневым. Мы одна страна. Да. Пока такого вопроса, яркого вопроса о том, что хотят у нас что-то забрать, нет. Пожалуйста, Ну, давайте, вы говорите Леонид слова Николаевич. Ричана, то, что он хочет Нет. отменить выборы Башкама. Мы Я о с этим заявлении категорически говорили. То Вы же не самое есть согласны. заявление. Подождите, вы, смотрите, как Но бы есть говорят- заявление, Вы есть можете Турции. меня не Из перебивать? Турции тоже Иван есть. Борисович, Вот, смотри, вы Иван, заявили, что вы готовы Есть заявление о ликвидации Гагаузии. Это большая Кто сказал? Нет этого Кто заявления. Я сейчас вам покажу. Кто сказал это? Подождите. Депутаты парламента Еще Это враги, враги нас- молдавского Конечно, народа. Конечно. Поэтому Они враги вы, Гагаузии. Пожалуйста. как депутат, не Смотрите, ведитесь я- на эти провокации, а вы Смотрите, отстаиваете статус смотрите, автономии. почему мы должны- Государственность нашей Слушай, страны, смотрите, Леонид. почему вы видите Уважаемые опасность, гости, что снимут наша- Башкана? Продолжайте Это эти опасность, да? дискуссии. Это опасность? Ну, Наша... Нет Почему такой вы не- опасности. Подождите, Такой нет ее, опасности ее пока нет. нет. И Слушайте, нет никакой опасности. Не надо. Хорошо. Еще вот, один вот вопрос. почему я против всегда этих молдавских партий Иван потеряли Иванович, Грузию. Иван Потому что вот это Хорошо. всегда будет. Вы делите русский народ. Подождите. Вы, молдавские партии, делите русский народ. Senin senan 15 bin lira. Подождите. 15 bin lira senin senin. Senin senan 15 bin lira. Подождите. Sana kim çocuk tut sen sen orada gideceksin. Sen İran gittin. Леонид Николаевич, Anladın? Иван Dedim, Иванович, siz пожалуйста, Иван, все любые раз. партии только душвасınız Gagavuzlara. Siz Иван de adresiniz Иванович, Gagavuzии. Если Siz de adresiniz Леонид Gagavuzии. Николаевич, 15 Леонид Он без сейчас Леонид. Леонид. кто-то- давайте, Леонид. Леонид Николаевич. Значит, я kimseye ödemiyorum. Иван Федорович. Ben görmenin insanı koyun. Ну, сейчас А будет это здесь приступ. Леонид, Давайте, вот будет знаете, приступ, и почему мы вы будем, проиграли? пожалуйста. Вот это правильные заявления Пожалуйста, господина подождите. Аксакала. Он правильно сказал. Смотрите, Вы делите людей смотрите. Гагаузии на разные давайте сейчас- категории. Еще один И вот вопрос, доказательство У меня есть одно пожелание проигрыша вам. вашего Юрий Иванович, я кандидата хочу вам сейчас- является то, что Смотрите. его не поддержал ни один контркандидат. Вот это является Уважаемые доказательством. гости, я А задаю- нашего Башкана Я- поддержали Есть об все этом- кандидаты, есть потому об этом что объективная наш кандидат причина. объединил весь Вы гагаузский привыкли народ. работать вот Подождите, этим. А вот Леонид ваши Николаевич. слова еще раз Леонид подтверждают, что Николаевич. это трусливо. ваша Я не техника считаю работы это в Гагаузии. Сергей, я не Вы считаю, смогли что вы убедить имеете право каждого покупать жителя, наших людей. провели Сергей. десятки встреч, Пожалуйста. и жители Вот об этом Гагаузии все сегодня говорят. поддержали партию Шор, и мы приступим Всё. к работе, Я вас независимо с удовольствием. от того, Мы вас будете помогать поддержим. или будете мешать. Поддержим. Я Мы говорю, видели, как вы поддержим. нас поддерживаете, видим Так, в студии ваше уважаемые поведение. гости, Смотрите, Поэтому пожалуйста, давайте я успокоимся. сегодня я хочу одно пожелание. я вам дам слово. Да, я не мое пожелание, я Леонид пожелание Николаевич. наших людей. Леонид Я- Николаевич. буквально 3 секунды, дайте скажу. У меня есть пожелание наших жителей, наших жителей сел и городов. Они просили передать, если я встречусь с представителем партии Шор, чтобы они дали нам гарантию, что исполком будущий будет состоять именно из жителей Гагаузии, которые проживают именно в Гагаузии. Чтобы ни один из Кишинева, чтобы машина в 5 часов опять не уезжала туда. Я просто пожелание говорю. Эти 52%, которые отдали свой голос за Евгению Гуцул, нам давали другие пожелания. Но мы не будем делить людей на 48, на 52%. Тогда вы на- Мы пожелание будем принимаете. спрашивать Это будет мнение. Мы не будем делить, как вы хотите. Мы послушаем всех, услышим всех. Мы Я так понял, в нашей что команде будет Исполком это профессиональная опять команда. Кишиневский, да?
Послушайте, наша команда будет профессиональной, Вам- которая Леонид будет Николаевич. исполнять волю гагаузского народа. А я вас прошу, как Пожалуйста. депутата, помогать в реализации этой программы, 100%. а не мешать, потому что, вы Если знаете, вы увидите мою Леонид, одну инициативу, вот смотрите, я один очень раз важно, против проголосую очень важно, смотрите, за Леонид, важный секунду. момент. Ну, дайте, Леонид, дайте. но я сейчас Вы говорил, меня Леонид, просите. Майя Пожалуйста, Санду и режим пожалуйста. ПАС мешает нам работать в Аргиеве, но при этом Аргиев развивается. Также и на юге. В Тараклии тоже режим ПАС нам мешает. Уважаемые Поэтому гости, мы, Гагаузия, я должны вас прошу, объединиться пожалуйста, вести и себя работать Вы, в корректно. Гагаузия, когда говорим, совместно. должны Всё. говорить Леонид жители Николаевич. Гагаузии. Я вас услышал. Наше Смотрите, эфирное время закончилось. Я Леонид буквально 3 Николаевич. секунды отвечаю коллеге и все. Вы когда просите меня, Гагауза, когда будут какие-то положительные проекты, моменты или защита Гагаузии, чтобы я в первую очередь буду поддерживать. Без разницы, кто это. Правильно, потому что дорога будет Дайте я проходить только доскажу. у Дайте я сторонников доскажу. партии Шора. У Вы меня всех не будет. должны просить. Я тут живу, понимаете? Я не живу ни в Кишиневе, ни в Аргиеве, ни в Сынджирях. Я живу здесь, в населенном пункте Чешмюкё, именно Гагаузии. И то, что будет касаться, любой положительный момент, любой проект, который будет проходить в Дизгинже, в Карбале, везде, мы только будем поддерживать. Благодарю, Еще раз Леонид. смотрите, Отлично. Благодарю смотрите, вас. я об На- этом сразу сказал. уважаемые гости, на Но я хочу этой- обратиться. Хотела чтобы- закончить на позитивной ноте. Да, чтобы исполком состоял из наших гагаузов. Это пожелание нашего народа. Просьба. Вы можете это сделать, Вы можете Башкан сделать. Гагаузка. Это уже первое пожелание ваших сторонников мы исполнили. Да, Гагаузка. Ну и слава Богу. Уважаемые гости, Команда должна быть пожалуйста, я вас согласна. Я очень вам сильно согласен. прошу. Я думаю, что наши телезрители сделают выводы сами. Мы постарались быть корректными. Я напоминаю, что за все высказывания, которые были сейчас в рамках этой программы, в этой студии, каждый из гостей отвечает сам. Телерадиокомпания ответственности не несет. Я хочу это подчеркнуть еще раз. Я благодарю вас за Споры беседу. всегда- У нас в споре осталось всегда больш- исходит истина, Да. понимаете? Вот если мы спорим, где-то бодаемся, это правильно. Это нормально. Это правильно. Это Это очень- значит, что но- люди неравнодушны. но не нужно- Я с вами Люди согласна. устали Я от в первую обвинений, очередь люди хотят Гагауза. конкретики. Мы в первую очередь Нет, Гагауза. жители Потом Гагаузии. Уважаемые телезрители, Совершенно верно. все, Иван Федорович, и уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что у нас в гостях были Сергей Бургуджи, муниципальный советник города Кишинев, руководитель инициативной группы Евгения Гуцул, Леонид Николаевич Кёся, депутат Народного собрания Гагаузии, и общественный деятель, патриот Иван Федорович Кольчик. Я благодарю вас за беседу. Желаю вам хорошего времяпрепровождения на телеканале ГРТ. До встречи.